Представители Центра избиркома, депутаты Жогорку Кенеша, общественные деятели и независимые эксперты обсудили предлагаемый новый законопроект о выборах в парламент. Инициаторы отметили, что данным законом кардинально меняется процедура выборов депутатов парламента. Теперь вместо партийных и одномандатных округов предлагаются многомандатные округа. Жогорку Кенеш должен состоять из 90 депутатов, то Кыргызстан будет разделен на 30 округов. Из каждого округа будут избраны по 3 депутата, то есть всего 90. При этом мы законодательно закрепили, что не менее 30 депутатов должны быть лица одного пола. Почему пол? В народе, в обществе муссируется такое понимание, что гендер, квота касается только женщин. Нет, оно может касаться и мужчин. Также в новом законопроекте о выборах есть пункты относительно избирательных фондов и работы агитаторов. Так, по словам инициаторов, предлагается увеличить сумму избирательного залога для самовыдвиженцев со 100 тысяч до 300 тысяч сомов, а фонд сделать вдвое больше, с 10 миллионов сомов до 20 миллионов. Многие кандидаты подают документы без внесения залога, затягивают процесс регистрации и затем снимают свою кандидатуру, что создает дополнительную нагрузку на ЦИК. На выборах мы видели, как в президенты выдвигаются по 80 человек, а в депутаты более 150. Они не вносят залог, но продолжают участвовать. В итоге многие снимаются с гонки, а работа ЦИК и других ведомств оказывается напрасной. Поэтому мы предлагаем, чтобы залог вносился сразу. Эксперты считают, что предлагаемый законопроект усилит связь кандидатов с избирателями и в будущем депутатов со своими избирателями. В то же время сохраняется участие политических партий на выборах, появляется возможность нового развития, и это стимулирует новый виток формирования политических сил. В этом законодательстве это то, что мы наконец вспомнили, что есть избиратель. Избиратель свое право управлять государством наконец приобретает, и он будет голосовать за того человека, который он хочет видеть своего представителя. Что такое депутат или Жогорку Кенеша? Это представитель народа, избравший его. А в прежних документах не народ избирал, а народ голосовал. Это два разные вещи. А избирал кому будет депутат? Это партия. Лидер партии. Они составляли список, они считали, вот этот может быть депутатом, этот не может быть. А сам, как говорится, народ оставался лишь одна функция – это голосовать. Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. Эрмек Уренкеев, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.